Смотр-конкурс «Лучший сварщик» проводится раз в 2 года и собирает мастеров своего дела со всех дочерних компаний и обществ «Газпрома». В 2015 году за титул лучшего в своей профессии боролись 28 электрогазосварщиков, представляющих широкую географию – от крайнего севера до центра Европы. Первый отборочный этап прошел в дочерних компаниях, а второй, заключительный, уже в белорусском Несвеже. Это одна из важнейших специальностей в «Газпроме», потому что от качества их работы зависит надежность газопроводов, зависит вот та именно надежность транспортировки газа и безаварийной работы. Смотр-конкурс «Лучший сварщик» проводится уже в 7-й раз. Но впервые мастеров сварки «Газпрома» гостеприимно встречала Беларусь. От имени «Газпром-Трансгаз Беларусь» я себя лично разрешите вас поприветствовать на гостеприимной белорусской земле, в славном древнем городе Несвеж. Сегодня здесь мы открываем второй этап смотра конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик ПАО «Газпром-2015». Отраслевой смотр-конкурс направлен в первую очередь на повышение престижа профессии сварщика, распространение опыта и передовых технологий. Благодаря конкурсу за последние годы сократился средний возраст сварщиков. Самому молодому участнику конкурса и уже обладателю высочайшего разряда сварщика всего 27 лет. Прошлый конкурс в Санкт-Петербурге выиграл сварщик, которому 28 лет. Вот. Поэтому, это о чем-то уже говорит. Да? Вот. Поэтому главное, чтобы не потерять эту профессию, как утеряны многие там токари, фрезеровщики. У нас очень сложно найти рабочих по этим профессиям. Сварщиков, слава богу, вот благодаря проведению таких мероприятий, они проводятся и в дочерних обществах. Они получают, как победители, надбавки до 50%. 2 года, пока действуют, так сказать, до очередного конкурса. То есть это стимулирование, это праздник. Для проведения конкурса выполнен большой объем работ по технологическому оснащению мест сварки. Были созданы все условия для проведения соревнования на высочайшем уровне. Мы постарались сделать все, чтобы максимально была готова наша организация к этим мероприятиям. Технологическая оснащенность оборудования приобретено необходимое с учетом пожеланий и методики проведения таких конкурсов. Не все специалисты могут заниматься сваркой труб. Для этой ответственной работы недостаточно закончить соответствующее учебное заведение. Гораздо важнее пройти дополнительную подготовку, накопить опыт и набраться терпения. Сварка труб – процесс сложный и трудоемкий. Несколько часов беспрерывной работы в очень некомфортных условиях. К примеру, в небольшом боксе, где все сварщики выполняют конкурсные задания, температура превышала 30 градусов тепла. По статистике, из 20-30 сварщиков только 2-3 реально могут научиться варить трубы большого диаметра. У нас на конкурсе они варят маленький диаметр трубы и большой. Сварка трубы – это самое сложное, это неповоротные стыки, это самый сложный вид сварки с точки зрения пространственного положения. Варить в нижнем положении – это достаточно легко, практически это достаточно там профтехучилище закончить или какие-то курсы, а вот варить трубы могут единицы. Конкурс в этом году уже завоевал звание самого жаркого и непредсказуемого. В нем принимали участие победители 4 из 6 ранее проведенных конкурсов. Как в Сочи Олимпиада, так и здесь. Это те же качества, что у спортсмена. Человек должен быть собран, так сказать, все волнение оставить. То есть на конкурсе побеждают мастера с железными нервами. Вот если среди новеньких есть такие, не знаю, среди старых, вот мы их называли Тей, Зеленин, значит, Сражин, вот эти победители наши. Вот кто победит, не знаю. Вот. Но победит сильнейший, действительно. У кого крепче нервы, вот это качество, наверное, самое основное будет сейчас преодолеть волнение и не забыть то, что они хорошо знают и делают каждый день. Беларусь на конкурсе представил и сделал это очень достойно электрогазосварщик 6-го разряда Александр Булыга, который является 6-кратным победителем республиканских конкурсов сварщиков. Дома всегда приятнее работать, чем где-то в гостях. И дома, как говорится, и стены помогают.
Ну, волнуюсь, конечно, волнуюсь. Хоть я и много раз участвовал в похожих конкурсах, но волнение всегда присутствует. Конкурс разделен на два этапа – теоретический и практический. Каждый шаг оценивает специальная комиссия. Теоретический экзамен состоит из двух частей – сдачи экзаменов по общим вопросам и по специальным вопросам. Практический экзамен заключается в сварке двух катушек. Критерии оценки – качественная сварка контрольных сварных соединений. Время практического этапа контролируют секунданты, но скорость не важнее качества. И точнее даже не главное в этом деле. Уровень сварки оценивают при помощи рентгена, а на то, чтобы определить лучших, уходит не 1 час. Все это время конкурсанты волнуются и не скрывают эмоций. Мандраж есть, как-никак самые лучшие собрались. Саражин, Алексей, вот, его все знают, вот, он очень хороший сварщик. Все на него пока равняемся, как он, победитель прошлый. Сейчас будут новые победители. Сварщик должен варить, варить и варить, повышать свое мастерство. Чем больше варит, тем это лучше для него. Ручная дуговая сварка – это творческий процесс, но и не всегда просто бывает. Перед практическим заданием, конечно, больше волнуюсь, потому что здесь больше нюансов. Там чисто вопросы на теории, а здесь процесс. Самое главное, надо любить работу свою, профессию. И таких вот конкурсов достаточно, вообще их надо иметь какую-то, знаете, даже волю. То есть волнение всегда присутствует. Вот надо самое главное побороть волнение. Тогда будет успех. Участников конкурса ждала не только соревновательная программа. Они познакомились с жизнью старинного белорусского Несвежа, с прекрасным дворцово-парковым комплексом Радивилов и, разумеется, столицей Белоруссии городом Минском. Тут есть что показать и чем удивить своих гостей. Многие из участников успели составить о Беларуси собственное мнение и поделились им с нами. Беларусь поразила своим добродушием, встречей и очень чистые улицы. Красивые дома, главное, ухоженные все. Просто, люди как будто бы создают красоту себя во дворе, дома, но и не только для себя, а для окружающих. Понравилась очень кулинария ваша местная. То есть от души столько много, и так вкусно я не ел, если честно. Потому что все натуральное, все вообще так добро сделано, с душой видно. Впечатляет вообще сооружение, то, что хранят такие древности и восстанавливают. То есть над этим всем радеют. Это очень хорошо. Дело в том, что историю надо всегда чтить и воспитывать поколение нынешнее. Потому что в 90-е годы, например, сколько историй порушено было. А сейчас вот начинается такое возрождение, начинают славяне вспоминать свою историю наконец-то. Беларусь, первое, что бросается в глаза, это чистота и порядок у нас. На улицах, везде, в деревнях. Мы проезжали по дорогам. Вообще удивительно. Очень понравилось. Такие низенькие заборы во дворах, и все так аккуратно. Многие конкурсанты отмечают не только красоты Радивиловского дворца, но и особый настрой, который царит во время соревнований. Волнение было, скорее всего, когда я вот сюда летел. А когда сюда уже здесь оказался, в Беларуси, здесь уже оно исчезло. Здесь довольно-таки спокойная у вас атмосфера, обстановка спокойная, движение спокойное. Люди, я вижу, тоже такие расслабленные ходят. Конкурс, организация на высоте вообще. То есть все оборудование от и до, я считаю. Хотя нас много, 14 человек было, но никаких скачков, напряжения, ничего. То есть вообще было все. И комплектность. Молодцы. Помогали местные очень сильным. То есть по любому зову помогали во всем. Очень понравилось. В рамках конкурса в Минске также прошло 6-е отраслевое совещание «Состояние и основные направления развития неразрушающего контроля качества сварных соединений объектов компании «Газпром». Участниками совещания стали главные сварщики и руководители служб неразрушающего контроля дочерних компаний «Газпром». Сейчас здесь, в Минске, проходит с главными сварщиками и со специалистами по неразрушающему контролю научно-практическая конференция по неразрушающему контролю. Это как раз то, что позволяет оценить и состояние
непосредственно газопровода и качество сварных соединений и так далее. В финале смотра конкурса были подведены итоги и названы победители. Третье место поделили Тагир Ягушев из Екатеринбурга, Александр Акульшин из Оренбурга и белорус Александр Булыга. Второе место разделили Сергей Чернышов из Санкт-Петербурга и Павел Баранов из Москвы. Очень волновался. Я сегодня ночью практически не спал. Было волнение, конечно. Ну, то есть, я говорю, тут мальчишек нету, тут все варили сильно. Потому что такой отбор тоже пройти, это не просто так. Здесь все специалисты высшего уровня своих городов, областей. Я хочу объявить лучшего сварщика «Газпрома» 2015 года. Это сумма баллов 103,50. И пригласить на сцену Силантьева Сергея Александровича. «Газпром» получит награду. Я до последнего момента не ожидал, что буду победителем. Самым сложным, конечно, практическое задание является. Потому что всегда критично к себе относишься и всегда после сварки замечаешь свои какие-то ошибки, но уже исправить, к сожалению, ничего нельзя. В такого масштаба конкурса я не участвовал еще ни разу. Перед конкурсом была хорошая подготовка. Я очень благодарен тем людям, которые помогли мне в осуществлении этого. То есть всем спасибо большое, что дали возможность подготовиться, наработать навыки именно для сварки данных образцов. Потому что для каждого образца нужно свой алгоритм наработать. Когда напряжение, царящее в зале, немного спало, были озвучены 4 специальных номинации. Мастер сварки больших катушек, мастер сварки малых катушек, самый опытный сварщик и самый перспективный сварщик. Мне приятно, что молодые берут места. И где-то мне приятненько, что еще мне хватает, так скажем, с ними побороться. Смогу. Завершилась торжественная церемония вручением переходящего кубка. В 2017 году за титул лучшего сварщика «Газпрома» будут бороться уже в Нижнем Новгороде. Прошло очень все хорошо. Спасибо большое Республике Беларусь, публичному акционерному обществу «Газпром» в лице открытого акционерного общества «Газпром Трансгаз Беларусь», что так нас хорошо встретили. Мы рады.